Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Кому вы нравитесь? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так прям и спросите, кому я нравлюсь. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, кому же вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Так, ну я сразу скажу, вы нравитесь многим. И нравитесь вы не только мужчинам, но и женщинам. Но не в том смысле, как вы подумали, а вот именно как человек, как друг, как подруга. Очень вы профессиональный человек, приятный в общении. С вами легко, с вами весело. Вы умеете поддержать, подсказать. Милосердный человек. И знаете, вот все это замечают. Все замечают. Вы, может быть, сами в себе этого не замечаете, но ваше окружение и люди, которые рядом с вами, это всегда подмечают. Знаете, прям даже, можно сказать, с первых минут знакомства, да, с первых минут разговора человек понимает, кто передо мной. Передо мной ангелочек. Ангелочек. Но люди не всегда правы, потому что вы хоть и ангелочек, но вы очень сильный ангелочек. Вы такой ангелочек, который может везде шороху навести, добиться чего хочет, может постоять не только за себя, но и за тех, кто вам дорог, да, либо за справедливость вы можете постоять. Вы такая, вы боевая, вы можете побороться. А многие, вот в принципе, да, вот это ваша кредо в жизни, да, бороться и не сдаваться. Здесь передо мной очень сильная личность, красивая личность, личность, которую уважают. Понимаете, здесь вы своими какими-то, может быть, поступками, делами заслужили действительно настоящее искреннее уважение от окружения. Что касается, кому вы нравитесь, смотрите, сколько кавалеров. Смотрите, сколько людей, кому вы нравитесь. Очень часто так случается, что вы нравитесь женатым, несвободным мужчинам. Знаете, вот они в вас видят такое вот интересное сочетание, да, симбиоз женщины-искусительницы и женщины-жены, да, заботливой мамаши. То есть в хорошем смысле этого слова. И вот очень многие сравнивают своих жен с вами, особенно коллеги, особенно, может быть, там соседи, да, кумовья, там, я знаю, близкие люди. То есть в вашем окружении, которые вас хорошо знают. Многие мужчины прям так сожалеют, да, а почему вот я встретил свою жену, а не эту прекрасную леди, да, в свое время. У вас, кстати, какой-то вот названный родственник есть, названный, то есть либо кум, либо сват, там, не знаю, деверь, зять, не знаю, какой-то мужчина, да, который не свободен. Он с вами в родстве, но это родство не кровное. Вот этот человек вас любит, тайно влюблен в вас. Причем любит уже давно, безответной любовью. Он не может, он не имеет права к вам приблизиться и сказать о своих чувствах. И не потому, что там он жена, да, а потому что вы себя вот так вот поставили, да, ваша позиция жизненная, что он понимает, что вы сразу его пошлете. Мало того, еще и отчитаете его, да, за то, что он так себя ведет и за то, что он себе позволяет такие глупости, да, в голове у себя иметь, будучи, например, женатым и имея семью. Но этот человек, знаете, он годами вас любит и будет любить вас просто до конца своих дней. Будет смотреть, вздыхать, переживать, а вы, скорее всего, чувствуете от этого человека, но знаете, какое-то такое ощущение, не совсем вам от этого приятно, да, потому что все-таки та женщина, да, с кем он в браке, она вам близка. И вы как догадываетесь, да, гоните от себя эти мысли. Вы правильно догадываетесь, любит и будет любить. И что бы вы, например, его не попросили сделать, он всегда сделает. Ради вас, ради вашей улыбки, либо вашего там спасибо, да, он на многое готов. И если вдруг вы его поманите, вот я вам серьезно говорю, он оставит все. В один момент все оставит, даже задумываться не будет. Он вами грезит. Вот такой человек. На работе, смотрите, у вас начальник ваш тоже вам подмигивает, вы нравитесь, начальник, особенно мужчина, вот такой, знаете, как сказать,
Он либо полный, либо какой-то представительный, не знаю. То есть у него какая-то серьезная либо должность, там самый главный начальник, да, самый там высокий начальник. А вот вы ему очень нравитесь. Ну, тоже мужчина, скорее всего, не свободный. И, знаете, тут две беды, да, и то, что он не свободный, и то, что он начальник. Не может никак к вам проявиться. Но будет момент, он выпивший будет, он вам скажет о своих чувствах, либо уже, кстати, кому-то сказал. То есть момент такой есть. Будь вы более там наглая, такая вот хитрая женщина, вы бы могли воспользоваться этой ситуацией. Вырасти по своей карьерной лестнице, да, то есть используя этого начальника и его чувства к вам. Но вы не такая, вы честная, вы благородная, это я вижу. Еще есть два молодых парня, совсем молодых парня. Они постоянно о вас разговор ведут. Они, как знаете, вот вдвоем влюблены. То есть они вас выбрали из всех, да, и в вас влюбились. Но они вот такие, знаете, страдальцы тоже, ну, молчаливые страдальцы. Тут либо субординация не позволяет, либо по возрасту как-то вот там прям сильно разница есть. Но они вот прям, да, с таким вот прям восхищением на вас смотрят, вас прям взглядом поедают. Молоденькие совсем парнишки. Еще есть мужчина, вот если вы, например, в отношениях, если вот с вами есть мужчина, то ваш мужчина вами тоже очень восхищается. Здесь даже не нравится, он и любит, и восхищается вами. Может быть, вы познакомились с кем-то, вступили только лишь в отношения. Человек прямо на вашу фотографию прям смотрит, восхищается, гордится тем, что такая прекрасная женщина на него обратила внимание. Вы знаете, очень интересно было бы на вас посмотреть, потому что я-то не вижу вас, я лишь могу считать то, что думают о вас другие. И мне вот прям, знаете, очень приятно за то, что вы такая вот необычная, что таким и мужчинам, и женщинам, да, вот вы западаете в душу. С вами хочется общаться, вас хочется рассматривать, хочется с вами дружить, хочется быть в вашей френд-зоне. Вот знаете, прям приятное, вот приятные впечатления. Конечно, есть вот и недоброжелатель у вас вышел, и даже вот этот недоброжелатель ваш, да, враг, может быть, соперник, соперница, и то вас, ну, восхищается, да, вами и уважает вас за то, какая вы есть. При всем при том, что, например, плохо относится, там, желает вам неприятности. Но тем не менее, да, вот когда думает, то есть вы цепляете людей за живое, вы умеете это делать. Вы человек невероятно искренний. И к вам, кстати, дети животные тянутся, потому что они, как никто другой, чувствуют искренность и вам доверяют. Понимаете? Вы уникальный человек. Уникальный. И сколько бы вам лет не было, вы должны понимать про себя, за себя такую вещь. Вы нравились, нравитесь и будете нравиться. У вас какой-то сумасшедший шарм. Он идет на несколько шагов впереди вас. Да? Вот, знаете, как цунами идет, да? Накрывает всех. Это ваш шарм. В принципе, будь вы немножечко, вот еще раз говорю, да, понаглее, посмелее, попораженнее, да, вы бы, пользуясь своим внутренним вот этим вот шармом, очарованием, вы могли бы очень многого в жизни добиться. Но вы этого не делаете, нет. Я даже больше скажу, скорее всего, вы в каких-то моментах в себе крайне не уверены. За какие-то моменты себя ругаете. Мои дорогие девочки, что я хочу вам сказать? Еще раз, сколько бы вам лет не было, вы уникальная, вы красоточка, вы неповторимая. Вы умеете человека взять как и на внешность, так и на внутреннее содержание. С вами очень легко, с вами очень интересно. Люди ищут вашего внимания, люди хотели бы вот прям сближаться с вами. Здесь, еще раз говорю, вы покорили вообще всех женатых вокруг. Всех. Если вы сама замужем, то знайте, что вашему мужу, ну, практически все женатые ваши знакомые, друзья завидуют черной завистью, что вот ему так повезло. Да он и сам себе завидует, что такая прекрасная женщина с ним. Поэтому знайте, что вы очаровашка. Очень многие мужчины на вас засматриваются, очень многим вы нравитесь, и есть действительно искренне влюбленные в вас. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.